На сегодняшний день при поддержке ЮНИСЕФ идут ремонтные работы в одном из корпусов Сухумского государственного колледжа. Совсем скоро это здание превратится в центр инновационного образования. Территория уже очищена, половина окон установлена. Сейчас идут отделочные работы. К концу весны планируется завершение работ. Вы видите проект Центра инновационного образования, то есть то, как он будет выглядеть после ремонта. Руководитель Сухумского офиса ЮНИСЕФ Уильям Хелланд передал средства индивидуальной защиты родильному отделению Республиканской больницы Минздрава и детской поликлиники столицы. Общественная организация «Диабетическое общество Абхазии» существует с октября 2020 года. В этом году организация получила финансирование от программы поддержки гражданского общества, которая является совместной инициативой ЕС и ООН. Так выглядят санузлы 6-й Сухумской школы сейчас, всего по 3 на 2 этажах, для девочек, мальчиков и детей с ограниченными возможностями. А такая картина была до того, как ЮНИСЕФ включил эту школу в свою программу по улучшению санитарных условий. Совместная программа ЕС-ПРООН по улучшению среднего профессионального образования в Абхазии начала работу в Сухумском государственном колледже еще в январе 2020 года. Главной задачей проекта была капитальная замена кровли. Историческое здание, которому 116 лет, давно нуждалось в ремонте крыши. По словам директора учебного заведения Светланы Габля, кровля сильно протекала, учебные аудитории топила, а архив портился. В 13 школах ремонтные работы продолжаются. Их планируют завершить до конца года. В Дранской школе уже проложены трубы и проведен водопровод. Санузел перенесен с улицы внутрь здания школы. Профессия или призвание? Для нашей республики социальный работник – должность сравнительно новая. Всего 3 года назад в рамках работы программы Министерства труда, занятости и социального обеспечения совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ была создана, пожалуй, одна из важнейших служб республики. Ахучты фонд ЮНИСЕФ ахот пиахатарна краизныком ко гуманитар цхырара канацойт. Ожезы ачима зарачацых чарадзихым падат пиахархолга корызшана республика тхуштырта ахшара юрта ухшей ковид зев захиз ачима цхырара хрырту гдотат пиахуштырта ерубас а район а санитар эпидемиология станции. ЮНИСЕФ оказывает помощь Сухумскому медицинскому колледжу, а ПРООН активно курирует 3 учебных заведения Абхазии: Абхазский многоотраслевой, Галский гуманитарный и Сухумский государственный колледжи. По мере возможности программа оказывает поддержку Гудаутскому профессиональному техническому училищу и Ткварчалскому гуманитарно-промышленному колледжу. 5 лет назад стартовал совместный проект Сухумского офиса Детского фонда ООН и Сухумского дома юношества. Заключался он в создании и поддержке молодежных клубов, которые давали возможность школьникам посещать внеклассные занятия и кружки для приобретения важных навыков и знаний. Грантовая программа Европейского Союза и ПРООН, направленная на развитие сел Абхазии, стартовала еще в 2017 году, в рамках которой в 3 районах республики – Гудаутском, Гагарском и Ачимчирском – были созданы инициативные группы, состоящие из местных жителей. Главная цель этих инициативных групп – сформулировать основные приоритеты и нужды села, при этом разработав стратегии развития. В течение 2 лет международная организация World Vision помогает сельским жителям Абхазии защищаться от наводнений и паводков. За это время в 11 селах Сухумского, Гулрыбского и Ачимчирского районов были проведены берегоукрепительные работы, восстановлены мосты, расчищены русла рек, установлены дренажные системы. Сотни домовладений спасены от ежегодных затоплений. Но вы видели школу, которая построена? Или мост, или кинотеатр, или музей, или стадион? Есть существенный объект какой-то?